Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами в студии помощник прокурора Цивильского района Левый Александр Леонардович. Сегодня я расскажу вам о результатах рассмотрения суда в отношении бывшего временно исполняющего обязанности начальника ГИБДД. Он обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 169 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, пунктом Б части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, получение взятки, частью 1 статьи 325 Уголовного кодекса Российской Федерации, сокрытие официальных документов, частью 2 статьи 292 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть служебный подлог, частью 1 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть злоупотребление должностными полномочиями, частью 1 статьи 290.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть мелкое взяточничество, и статьей 116 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть нанесение побоев. Установлено, будучи временно исполняющим обязанности начальника отделения ГИБДД МО МВД России Цивильский, Рубцов ограничивал самостоятельность и осуществлял незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя, связанную с организацией специализированной стоянки. Вымогал взятку, сокрыл из личной заинтересованности официальные документы, совершил служебный подлог, а также злоупотребление должностными полномочиями, получил мелкую взятку. Кроме того, бывший сотрудник правоохранительных органов нанес побои из хулиганских побуждений. В ходе судебного заседания Рубцов свою вину признал частично. Однако, благодаря позиции государственного обвинителя, которым представлены неопровержимые доказательства, подтверждающие вину в совершении преступления, судом вынесен обвинительный приговор. Приговором Цивильского районного суда от 4 апреля 2017 года осужденному назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет, 1 месяц условно со штрафом, а также лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет. По факту нанесения побоев уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон. Прокуратурой Цивильского района будет дана оценка законности принятого судебного решения при его поступлении. Приговор в законную силу не вступил. С вами был помощник прокурора Цивильского района Левый Александр Леонардович. Уважаемые телезрители, многие граждане обращаются к нам за разъяснением законодательства. Пользуясь случаем, я также хотела бы вам разъяснить изменения в законодательстве. Так, в конце 2016 года был принят федеральный закон о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействию терроризму и обеспечения общественной безопасности. Федеральным законом расширен перечень составов преступлений, ответственность за совершение которых наступает с 14 лет. К ним отнесены прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности. Это новая статья 205 прим. 3. Участие в террористическом сообществе, несообщение о преступлении, участие в незаконном вооруженном формировании, угон судна воздушного или водного транспорта, либо железнодорожного подвижного состава, участие в массовых беспорядках. Таким образом, за указанные статьи ответственность наступает теперь с 14 лет. Уголовный кодекс также дополнен статьей 205 прим. 6, которая предусматривает уголовную ответственность за несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении о лице, которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений против общественной безопасности и основ конституционного строя и безопасности государства. В примечании к данной статье указано, что лицо не подлежит уголовной ответственности за несообщение и подготовки или совершение преступления его супругам или близким родственникам. Данный федеральный закон также дополнил Уголовный кодекс статьей 361, который устанавливает уголовную ответственность за совершение преступления за пределами Российской Федерации. Это акта международного терроризма против граждан России или Российской Федерации. Также хотела бы разъяснить, в каком случае предусмотрена уголовная ответственность за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Статьей 264 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность уголовная за управление автомобилем, трамваем или другим механическим средством лицом, находящим в состоянии алкогольного опьянения, или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица на состояние опьянения, и либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного частями 2, 4 или 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. В течение 2016 года дознавателем отделения полиции по Янтьевскому району возбуждено 10 уголовных дел за совершение указанного преступления. Все они направлены в суд. Виновные лица осуждены к обязательным работам от 180 до 480 часов. Одна женщина привлечена к штрафу в размере 200 тысяч рублей. У нее находился на иждивении ребенок до 3 лет, в связи с чем по закону обязательной работы назначить ей нельзя. Также они все лишены права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортного средства на срок от 2 до 3 лет. В течение первого квартала 2017 года возбуждено одно уголовное дело, которое находится в стадии следствия. К примеру, житель Янтьевского района Николай Бектимиров, который ранее был привлечен в суду к административному штрафу в размере 30 тысяч рублей и лишение права управлять транспортными средствами на срок 1 год и 6 месяцев за управление автомашиной в состоянии алкогольного опьянения, в вечернее время задержан инспектором дорожно-патрульной службы по подозрению в управлении автомашиной в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на алкотестере он отказался. Также отказался от медицинского освидетельствования. После этого он сразу же был отстранен от управления транспортным средством, автомобиль задержан и транспортирован на штрафстоянку. В соответствии с примечанием статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации лицо, управляющее транспортным средством, которое не выполнило законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, признается лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Приговором суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 прим. 1, и ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств, на 2 года. Уважаемые телезрители, спасибо вам за внимание. С вами был прокурор Янтьевского района Ястребова Оксана Геннадьевна.